У жителей республики остался один день, чтобы поддержать проект по сохранению плато Мань-Пупунер. Он уже в финале всероссийского конкурса «Доброволец России-2020». Номинация «Вокруг меня». Из 50 тысяч претендентов в полуфинал прошли 1500. Из них отобрали 210 лучших проектов. Теперь слово за интернет-пользователями. Поддержать инициативу наших земляков можно на сайте добро.ру. Голосование завершится уже в полночь 14 ноября. Подробнее Александра Головина. Больше 1500 метров от реки Печоры до середины маршрута. Столько проложили мостков за это лето. Работали по 12 часов с 6 утра до 6 вечера. Труд тяжелый и физически, и морально, но когда болота осушаются, а затопленные тропы зарастают, сомнений у волонтеров не остается никаких. Туристы не вытаптывают тундру, они идут именно по мостам. И те вещи, которые были в том году просто болотами, они начали уже зарастать зеленым покровом. И мы вот просто идем по мостам уже построенным и видим, как начинает расти на старых тропах мох, стали расти какие-то первые растения. На наших мостах уже отдыхают местные жители. Местные жители – это белки, птички, какие-то там горностаи. В 2016-м, когда добровольцы приступили к работе в заповеднике, официально туристов туда не пускали. Тем не менее, желающие увидеть одно из чудес России съезжались со всей страны. Устраивали нелегальные места стоянок, оставляли после себя кострища и мусор. Сейчас Мань-Пупунер для всех желающих открыт, и каждый год становится доступнее. Добровольцы из разных стран, это не только Россия, и Швейцария, Великобритания, Франция, Испания, работают группами по 40 человек. Строят специальные мостки, пути, которые уже без вреда для природы и максимально комфортно для туристов, ведут к легендарным болванам. Зло для природы – это что? Зло для природы – неграмотное отношение человека. Счастье для природы – это тишина и покой. Или отсутствие человека. Не обязательно. Человек помогает природе в том числе. Важно сохранять природу, особенно сейчас, в 21 веке, когда многие ее не берегут, оставляя за собой кучу мусора, грязи. А здесь на протяжении 5 километров не встретишь даже ни одного окурка, и это очень радует. Дорога по мосткам теперь занимает времени в 5 раз меньше прежнего. Все траты обычно брал на себя волонтерский отряд. В этом году активисты получили 5 миллионов с президентского гранта, еще столько же ждут в 2021-м. Грант за победу в проекте сохранения памятника природы плато Мань-Пупунер, конечно, тоже станет хорошим подспорьем. Расходов много, в первую очередь на стройматериалы – сваи, доски, гвозди. За что мы боремся, так сказать? Ну, за то, чтобы, во-первых, наш проект узнали. Узнали о том, чем мы занимаемся, о волонтерском движении, о продвижении добровольчества в России. И это грант до 2 миллионов рублей на развитие своего проекта. Отдать свой голос за проект по облагораживанию плато можно на сайте добро.ру. Результаты народного голосования составят 30% от общей оценки проекта. Остальные 70% будут зависеть от выбора жюри. Поддержать инициативу важно, ведь только благодаря стараниям волонтерского отряда путь к одному из 7 чудес России, который находится на нашей земле, уже не преодоление себя, а наслаждение уникальным ландшафтом, что важно, без вреда для самой природы. Александра Головина, телеканал Юрган.